Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема моего выступления – ретроспективная конверсия карточных каталогов Республики Коми, итоги 2017-2018 годов и перспективы до 2020 включительно. С 2004 года библиотеки Республики Коми участвуют в совместном проекте создания сводного каталога библиотек Республики Коми. Основная цель сводного каталога – формирование единого информационного пространства региона и, соответственно, основные две задачи. Это оперативно и в полном объеме раскрывать содержание документов, находящихся в фондах библиотек Республики Коми. И вторая задача – формирование качественного, общедоступного информационного ресурса. Объем сводного каталога на сегодня составляет 3 861 925 записей. В состав сводного каталога входит сводный каталог книг, сводный каталог периодических изданий, сводный каталог полнотекстовых ресурсов, каталог статей и сводный краеведческий каталог. Красным у меня выделен сводный каталог книг, так как в контексте ретро-конверсии этот каталог нас интересует прежде всего. Здесь вы видите цифру 1 058 671. Это та цифра, которая нам выдает именно автоматизированная система сводного каталога. Если мы соберем все объемы ваших каталогов и приплюсуем их, то суммарно этот ресурс, вот если ваших каталогов локальных, суммарный ресурс будет составлять 1 331 500 записей. То есть видите, да, разница. Почему? Потому что когда создается запись, автоматически дублетные записи, они вместе соединяются. Да. Это так построена система сводного каталога, поэтому две цифры. И когда у нас было совещание директоров в ноябре 2016 года, я озвучивала цифру, какой процент общего объема книжного фонда Республики Коми отражен в сводном каталоге. Это была цифра 49,2%. На сегодняшний день это 69%. То есть за 2 года мы с вами ушли буквально процентов на 20 вперед. Интересна нам также цифра по количеству поисковых запросов. Вот вы видите циферку 2017 год 231 659 и цифра 2018 год на 1 октября 196 182. Как мы видим по цифрам, этот информационный ресурс очень востребован нашими гражданами, жителями Республики Коми. Соответственно, мы делаем вывод о чем? О том, чтобы этот ресурс у нас был как можно быстрее и полнее этот ресурс. А для этого нам нужно с вами ускорить процесс темп ретро-конверсии. Вот здесь у меня есть сводная таблица, в которой мы видим. Представлены, во-первых, все наши муниципальные библиотеки. Первый столбец, 2016 год, это фонд, который был отражен на конец 2016 года. Процент фонда по каждой муниципальной библиотеке. Это то, что мной было озвучено в ноябре 2016 года. То есть вы видите, насколько были низкие темпы, и насколько был низко отражен наш книжный фонд в электронном каталоге. Далее смотрим динамику 2017 года. Потом, значит, третий столбец идет 2018 год. Опять же, на 1 октября 2018 года, это первые 3 квартала. И заключительный столбец, 4-й, прирост за этот период. Вот красным у меня выделены библиотеки, которые за этот период больше всего уделили вниманию теме ретроконверсия. И мы видим, что в лидерах у нас Усть-Куломский район с 45,3. Очень активно они поработали. Ой, извините, пожалуйста, Усть-Цилимский район, да. Очень активно они поработали за эти 2 года. Вот смотрите, в конце 16 у них было 28,4% отраженности, а уже вот на 1 октября 73,7%. Дальше за ним идет Усть-Кулом, потом Прилузье, далее Сыктывдинский район, тоже неплохой прирост.
потом Сыктывкарская ЦБС и замыкает Вуктыл. Ниже всех прирост за этот период составил у Воркутинской ЦБС и Усть-Илимский район. Мы не видим цифру, озвучьте у Сыктывдина прирост. 24,3. 24,3. Спасибо. Да, на сегодняшний день Сыктывдин на 1 октября 65,3. Еще одна сводная таблица. Здесь у меня в этой таблице вы видите те планы, которые библиотеки взяли на этот год. Как мы видим, 5 библиотек взяли достаточно высокие планы, 10 и более тысяч. Это Инта, Сыктывкар, Сысольский район, Искулом и Усть-Цильма. А что Ухты нет? Вы подождите, не торопите. Ухты нету. Ухты нету, это потому... Здесь у меня те библиотеки, для которых ретро-конверсия еще не закрыта. У нас два, Да. видите, закрыли уже. Да. Поэтому Ухты у меня здесь нет в этой таблице. И Усинска тоже здесь нет. Дальше мы видим третий столбец. Это фонд, мы уже немножко с опережением на перспективу, да, уже взяли, раз библиотеки взяли такие плановые показатели, значит, они их должны выполнить 1 января 2019 года. И вы тоже видите, да, на ближайшую перспективу, как у нас будет отражен фонд в электронном каталоге. Опять же, в лидерах я назову Усть-Цильму, 79%, почти 80% будет. Это Вуктыл 71,5%, Сыктывкар 75%. И библиотеки двух ЦБС, которые приближаются к отметке 70%, это Карткировский район и Прилузия. Тоже достаточно высокий процент уже отражения книжного фонда в каталоге. Ну и здесь я 4 и 5 раскидала, какие необходимо планы взять библиотекам для того, чтобы к январю 2021 года, к январю 2021 года закрыть процесс ретроконверсии, перевести полностью свои фонды в электронный каталог. Желтеньким у меня помечены те библиотеки, для которых, в принципе, это возможно и реально достигнуть, если некоторые библиотеки немножечко подстегнут свой процесс. Вот, например, Вуктыл, они в этом году взяли 4,7, а вот если они 2 года очень активно поработают в этом направлении, то у них есть шанс закрыть ретроконверсию. Кайгородский район вы видите 4,7, Карткировский 9,4, Прилузий 8,3, Сыктывдинский 8,2, Усть-Куломский 10,3 и Усть-Цильма 4,4%. Усть-Цильма, в принципе, если она берет на себя такие высокие обязательства, больше 10 тысяч, они могут, в принципе, уже в 2019 году закрыть ретроконверсию, если они возьмут на себя. Вот 8,8 они возьмут уже в следующем году, и все. И они завершат ретроконверсию. Значит, в третьем столбике у меня красным тоже отмечены те библиотеки, которые, несмотря на то, что взяли план, они уже идут тоже на опережение этого плана. Вот, например, Сосногорск, у них план на этот год 5000. А вот уже на 1 октября, то есть если бы они шли по своему плану, то на 1 января у них было бы 32,1, а у них уже на 1 октября 34, то есть на 2% выше. Кайгородский район то же самое, то есть уже 61% у Кайгородского района. И Удара тоже приблизительно на 2% в районе 42. То есть, несмотря на то, что вроде как взяли такие средние, даже не очень высокие показатели, плановые, да, тем не менее библиотеки все-таки стремятся ускорить свои темпы, ну, видимо, по мере возможностей временных, опять же, своих рабочих моментов, они все-таки стараются уделить внимание ретроконверсии. Нас очень радует вообще такое внимательное отношение к этому направлению, потому что вы сами видите востребованность этого информационного ресурса. Мы прежде всего работаем для наших граждан, для наших пользователей. И я еще раз хочу вас, директоров, призвать. Я понимаю, что библиотеки сейчас все находятся в очень сложном положении, что недостаток и читателей, посещаемость. И мы, как правило, уделяем больше внимания из всех направлений деятельности библиотеки именно на массовую работу. Но давайте не забывать о том, что мы не дворцы культуры, мы дома досуга, мы прежде всего библиотека. Библиотека – это книжный фонд, это информация. Тем более, что эту информацию людям она нужна и востребована, и люди действительно ищут эту информацию. Теперь те библиотеки, которые закрыли ретроконверсию. Это Национальная детская библиотека имени Маршака, вот как раз в начале этого года она закрыла ретроконверсию. Юношеская они вообще закрыли уже 5 лет уже скоро будет. Усинская ЦБС и Ухтинская. Это те библиотеки, которые недавно закрыли, буквально в прошлом году.
И на стадии завершения у нас находится Эжвинская ЦБС, у них буквально на сегодняшний момент 98% уже переведено в электронный каталог. Поэтому я уже фактически ее вот сюда, вот на этот слайд разместила, как ЦБС, которая уже закрыла почти ретроконверсию. Но, несмотря на то, что это направление деятельности у вас ушло, каталогизация – это такая вещь, которая требует, это то направление, в которое очень всегда много работы. И, к сожалению, должна признать, а наши специалисты нашего отдела регулярно проверяют те или иные электронные каталоги, мы должны, конечно, признать, что электронные каталоги не в идеальном состоянии. Поэтому мы рекомендуем вот тем библиотекам, у которых сейчас уже освободилось время из-за завершения ретроконверсии, прежде всего начать более усиленно отслеживать качество тех записей библиографических, которые, возможно, были с ошибками, потому что они гнали эту ретроконверсию. Больше внимания уделить редактированию многотомных изданий. И то, что мы освещали эту тему, авторитетный контроль, авторитетный файл, она очень подробно была освещена нами на семинаре октябрьском. Как вы знаете, мы собирали опытных каталогизаторов, и эта тема была и в теоретическом, и в практическом плане очень хорошо подана. И я просто призываю, особенно вот эти библиотеки, которые уже завершили ретроконверсию, заняться авторитетным контролем. Что дает авторитетный контроль? Я углубляться в эту тему не буду, но самое главное, что авторитетный контроль, он позволяет нашим пользователям оперативно и в полном объеме осуществлять поиск информации как в ваших локальных каталогах, так и в сводном каталоге библиотек Республики Коми. И когда вы приедете к себе на места, вы обязательно поговорите с вашими каталогизаторами, и я просто призываю тоже вас запланировать эту работу по авторитетному контролю на 2019 год. И коротко, буквально наши рекомендации. Это для тех библиотек, у которых все-таки еще продолжает оставаться ретроконверсия на не очень высоком уровне. Есть у нас, к сожалению, такие библиотеки. Значит, разработать, актуализировать эту программу, проанализировать, опять же, свои ежегодные планы и по возможности увеличить плановые показатели, как мы видим, что это все реально. Вот на примере того же самого Усть-Кулома, той же самой Усть-Цильмы, что если задаться целью, то все можно осуществить. Тем более я не вижу причины вообще тянуть эту резину. Мне кажется, уже, как говорится, взять и пусть ударно, но потрудиться 2 года и уже, как говорится, закрыть раз и навсегда эту тему. Третье, значит, наша рекомендация – активизировать процесс заимствования сводного каталога библиотек Республики Коми, временно привлечь к этой деятельности помощников, своевременно проходить обучение на нашей базе. Ежегодно мы проводим семинар. В этом году у нас был семинар для опытных каталогизаторов. В следующем году мы планируем, если опять же будут заявки от ваших муниципальных библиотек, мы будем проводить первый модуль для специалистов-новичков. Тоже приблизительно это будет октябрь месяц. И вот для тех библиотек, у которых закрылась ретроконверсия, мы рекомендуем запланировать редактирование многотомных документов и начинать планировать работу по авторитетному контролю. Также в помощь тем, у кого еще эта проблема насущна, мы еще можем порекомендовать, для того, чтобы ускорить, опять же, свои темпы ретроконверсии, вам может помочь новый информационный ресурс. К сожалению, 2 года назад у нас была большая неопределенность в этом вопросе, но сейчас, слава богу, уже есть какие-то подвижки за 2 года, уже мы можем вам эту информацию дать. Значит, этот информационный ресурс, он называется «Информационная система сводный каталог библиотек России». Вот здесь вы видите на экране всю контактную информацию, и надо сказать, что этот ресурс уже работает. Мы, вот в частности, наша национальная библиотека, мы уже работаем в этом ресурсе с октября месяца. Мы им передали свой каталог, они осуществили его проверку, он у нас уже в сводном каталоге библиотек России, наш каталог единой национальной библиотеки. Мы от них получили логин и пароль, и мои специалисты, мои сотрудники уже начинают работать с этим информационным ресурсом. То есть мы оттуда уже берем записи на наш ретрофонд. И я еще должна вам сказать, что самое главное, что в этом ресурсе все записи бесплатны. И специалисты вот этого центра, да, Государственный информационно-вычислительный центр Минкультуры России, директор, вы видите, Гусев Андрей Геннадьевич, есть и электронная почта, есть и сайт. А вот первый адрес – это тот сайт, на котором находится этот ресурс. Он называется СКБ-21. Видимо, 21 с тем, что сейчас 21 век.
Я так как бы для себя понимаю. И должна вам сказать, что с сентября сотрудники сводного каталога, которые формируют этот сводный каталог, они активно перешли работать именно с муниципальными библиотеками, потому что первые 2 года они наращивали объем этого сводного каталога, они выходили на областные, национальные, вот с нами они тоже активно сотрудничали. И вот с сентября 2 года они теперь уже активно сотрудничают с муниципальными. Так что можете с ними списываться, все очень доступно и реально. Если вам нужен от нас какой-то опыт, как мы все это проходили, все эти этапы, мы с вами с удовольствием поделимся с этим опытом, вы выходите на меня и можете даже подойти и переговорить, если вас это заинтересует. И также еще хочу просто вам напомнить, что недавно просто было сообщение, что у нас в ноябре открылся сайт наконец-то для общедоступных библиотек Республики Коми, и всю методическую информацию, которая касается каталогизации, а также систематизации документов, вы также можете найти на этом сайте в разделе «Непрерывное образование». Если тоже вам понадобятся наши какие-то методические ресурсы, пожалуйста, обращайтесь, все там вывешено для вас. И напоследок хотела бы поделиться тоже своими контактами, если вдруг вам я понадоблюсь. Вот этого направления. Я вот здесь дополню Ольгу Александровну. Она на самом деле призывает и говорит, что это интерес читателя, обращение к каталогу, его востребованность, да, мотивация основная, почему мы должны это делать. На самом деле там есть еще пальчик Путина, потому что у нас до 2015 года мы должны были завершить ретроконверсию, потом нам дали еще 5 лет, до 2020 года. И почему Ольга Александровна вам 2 таблички сделала, 19 и 20? Потому что мы должны все будем отчитаться наша республика за то, что все фонды библиотек переведены в каталоги. Это точка X. Вот 20 год полностью. Почему она вам разбила? Сколько примерно попыталась вам сказать, что эта работа у вас должна быть запланирована аккордно, вот именно в этих цифрах. Если вы их не выполните, вы выпадете в должники. Это по указу президента, объемный показатель. Скажите, пожалуйста, авторитетный контроль. А вы можете сказать общепринятые какие-то ошибки в записях? Это По многотомные... Ухтинской ЦБС? Да. По Ухтинской ЦБС вам очень повезло, у вас эксперт Рогова Любовь Леонидовна, каталогизатор с высоким стажем, с большим профессионализмом, и она буквально в октябре месяце смотрела ваш каталог. Я попрошу ее, если вы хотите, вам выслать комментарий по поводу вашего каталога. Потому что дать задание, потому что как бы старались же все. И по поводу Ухтинской, раз уже у вас прозвучал вопрос, я просто, у меня мало просто маленький временной отрезок, мало выступления, но я должна сказать, что у нас есть библиотеки, которые параллельно работают в Ирбисе и в Апаке, и я знаю, ваша библиотека работает в Ирбисе, и у вас обязательство параллельно вести записи, то есть сколько у вас отражено в вашем локальном каталоге, столько должно, соответственно, в сводном каталоге, да, быть отражено. Но вот я должна признать, что я же статистику каждый квартал веду, что вот, например, значит, на 1 апреля у вас один был показатель, значит, наступило 1 июля, все тот же показатель, октябрь, все тот же показатель, то есть прошло полгода, ничего не перекидывается, параллельно не ведется, и уже Любовь Леонидовна написала письмо, сказала, вы записи не перекидывайтесь, и быстренько, правда, ваши отреагировали, ваши сотрудники, и быстренько перекидывали. Нет, у нас там ремонты, ну, если у вас такие свои это уважение. Здравствуйте, коллеги. Я вам расскажу о Национальной электронной библиотеке Республики Коми и предложении к развитию проекта. На первом слайде вы можете видеть количество размещенных НЭП-изданий ЦОДов по состоянию на 1 ноября 2017 года, с начала существования. Но количество никогда не являлось для нас самоцелью. Поэтому мы сделали выборку по самым популярным изданиям из коллекции собраний библиотек, проанализировали эти издания и условно поделили их на 3 блока. Первые 2 блока были для нас ожидаемые. Это художественная литература и краеведческий контент, в том числе истории населенных пунктов, биографии людей, описание традиций, праздников и так далее. А 3-й блок стал для нас открытием. Это произведения, личности и события, которые нашли отражение в творчестве детей. И на эту литературу, как оказалось, есть спрос. Потому что обратите внимание, то, что пользуется спросом. Далее. Затем мы проанализировали, сколько из выборки в 60 изданий
пользующихся наибольшим спросом, входят в коллекции той или иной библиотеки. Получили следующую картину. Например, вот из 35 изданий Усть-Илимской ЦБС 12 попали в топ. Ну и так далее. Можете посмотреть дальше. Как вы можете видеть, нет прямой связи между количеством изданий и спросом. И на это есть несколько причин. Одной из причин является то, что пользователи сети интернет не знают о наличии оцифрованных изданий или могут не найти эту информацию в поисковиках. То есть издания плохо индексируются поисковыми системами. Если мы в Гугле вобьем, к примеру, Журавлев Сергей читать, то по ссылкам, которые предлагает нам поисковая система, мы не увидим книгу, размещенную в НЭП, ни на первой, ни на второй, ни на третьей, даже не на 5-й странице. Хотя в НЭП у нас имеется 4 произведения Журавлева. Вы можете видеть 4 произведения. Другой пример. Мы вбили Чупров Олег читать и увидели, что на первой же странице ссылку на произведение «Танцующий осьминог», которое размещено в НЭП. Это очень хороший результат. Но, учитывая то, что в НЭП у нас имеется 8 произведений Олега Чупрова, то нам тоже есть над чем поработать. Это просто на примере Усть-Илимы, но понятно, что у вас на вашей коллекции то же самое. Можно посмотреть, проверить, как вы индексируетесь, и подумать, что дальше делать. Как мы решаем эти проблемы? Поэтому нам важно, мы предлагаем вам участвовать в партнерстве, продвигать письменное наследие Республики Коми в общероссийское и общемировое пространство. Один из способов – это написание большого количества текстов, потому что на нашем сайте мало текстов, много картинок, и они плохо индексируются поисковыми системами. В этом году у нас уже, мы запустили такой новостной блог. Каждый месяц, даже чаще, мы писали новости, писали больше текстов, чтобы мы лучше индексировались. И кроме того, мы даже привлекли Сыктывдинскую ЦБС. Вот, например, последняя новость, посвященная Михаилу Елькину, она как раз была подготовлена специалистами из Сыктывдинской ЦБС. Тоже они у нас поучаствовали. И вы тоже можете подключиться к этому для того, чтобы нас лучше проиндексировать. Другим примером может быть проект, который мы планируем также реализовать в 2019 году. Это поэтический марафон, посвященный юбилею Пушкина. Будем читать сказку на каком языке. Мы уже это обсудили с Себастьяном Каньоли, и он дал добро, сказал: я с удовольствием поучаствую, я знаю какой язык, я вам тоже почитаю отрывочек. Мы тоже вас хотим привлечь, если вам это интересно. Мы разместим эту сказку на каком языке, вы сможете все получить доступ. Мы таким образом тоже продвинем наш ресурс. Это тоже такой проект. Кроме того, если у вас какие-то рождаются проекты интересные, сообщайте об этих проектах нам, и мы тоже рассмотрим, если и постараемся тоже найти возможность тоже в ваших инициативах поучаствовать. Нам тоже это интересно. Следующая проблема, которая у нас, уже мы ее много раз озвучивали, но у нас до сих пор остается актуальной, это низкое качество оцифровки и обработки текста специалистами ЦОДов. Вот хорошее качество, поговорила с инженерами, сказали, что у Воркуты, Инты, Карткироса, Печоры, Эжвы, Сыктывкара. Всем остальным мы рекомендуем, во-первых, пройти обучение на курсах, которое у нас будет в апреле следующего года. И, во-вторых, если это неудобно, либо у вас приоритет другого сотрудника обучить, записаться к нам на индивидуальные стажировки в удобный для вас период. И можно даже не ждать следующего года, можно уже прямо сейчас. Вот Усть-Кулом очень активно пользуется, уже, по-моему, 3 или 4 раза прям отправляли на стажировку. Также отправляется. Да, в РЦПБ обращайтесь. Вот по этим проектам мы подробнее информацию еще ЦОДам дадим на Google трансляцию. В 4-м квартале будет Google трансляция, мы расскажем более подробно. То есть они будут в курсе знать, что мы хотели бы. И от вас тоже ждем отдачи. Информационная поддержка образования. Значит, еще в свете расширения сотрудничества со сферой образования мы планируем включать в НЭП произведения этнокультурного содержания. Есть такой перечень, называется он «Рекомендации программно-методических материалов на культурного содержания на уровнях начального и среднего общего образования», то есть то, что проходится в рамках школьной программы. Мы отработали этот список, посмотрели, что у нас уже есть в электронной библиотеке, отметили цветом, это у нас есть. Этот список мы тоже можем вам передать, чтобы вы, когда проводите какие-то мероприятия для детей, либо для родителей школьников, чтобы они знали, что Куратов есть в НЭП, Журавлев есть в НЭП, еще что-то, то, что по школьной программе. Потому что часто бывает такая проблема, что вечером ребенок пришел, мне нужно почитать, задали почитать стихотворение такое-то. Где его найти? Нету, может быть, но в НЭП оно, может быть, уже и есть. И вы будете об этом знать, и дети будут знать.
целевая аудитория ваша будет об этом знать. Кроме того, у нас, конечно же, не все, что есть в этом списке, уже есть в НЭП, но мы над этим будем планомерно работать. Кроме того, еще мы попросили бы вас произвести мониторинг наличия произведений, которые изучаются дополнительно на территории с учетом особенностей вашего муниципалитета. И при выявлении таких произведений тоже включать их в план оцифровки. Либо если у вас нет таких мощностей, нам сообщать, тогда мы будем включать это в план, потому что это тоже одна из приоритетных задач. Резюмируя все вышесказанное, получается вот 3 основных таких направления. Во-первых, мы ждем от вас участия в продвижении нашего наследия в общероссийское и общемировое пространство. Во-вторых, мы готовы обучить ваших специалистов по оцифровке, по графической обработке и так далее. И не только, да, учитывая то, что у нас в следующем году будут курсы. И в-третьих, продолжит осуществлять информационную поддержку образования. Очень многие поучаствовали уже из школьной библиотекарей, очень многие из библиотек уже поучаствовали. Ну и продолжаем тоже в этом ключе работать. Еще хотела один вопрос сказать, то что если вдруг какие-то вопросы возникают с тем, что ваш автор, либо правообладатель переехал жить в Сыктывкар, и вам сложно с ним установить связь. У нас буквально вот сейчас такая ситуация случилась с Усть-Куломом, да, с семьей Единопалковых мы помогли заключить договор. Обращайтесь к нам, мы поможем. Мы как посредники вам поможем. Не стесняйтесь, обращайтесь. Если есть какие-то вопросы, готовы ответить. У меня вопрос. В прошлом году у нас на совещании директоров была эта же цифра оцифрованных документов 28. И в этом году я смотрю 5,28. А что ни одну книгу не оцифровали, не поставили? Надо посмотреть. Я сейчас потому что у нас уже более 40 книг оцифровано, а здесь отвечу всего вам. 28. Как в прошлом году, так и Нет, в прошлом году уже подходили по этому вопросу. Не успевают проверить просто. Вообще есть такая проблема с накоплением? Есть проблема с адаптированного. Есть проблема Большой массив, а как вы преодолеваете, как вы решаете проблему? Мы подумали, что можно было бы, наверное, делать какое-то обязательное число, то есть, допустим, обязательно мы разместим не менее 5 файлов от каждой библиотеки. И все остальное, ну просто некоторые высылают по 60 файлов. И понятно, что если есть возможность у нас физически обработать это все, мы будем больше делать, потому что у кого-то там 0, либо 1, а у кого-то 60. Обязательно мы сделаем 5, мы решили вот такую норму сделать, обязательно 5, но если есть возможность, мы будем делать больше. Ну это более справедливо, да. Ну вот как вот мы приняли решение. А свои локальные базы полнотекстовые не надо им создавать? Вдруг они пока ждут, пока вас там, они актуальны? Конечно, я думаю, что мы всегда говорим, что вы у себя на сайте Вы выходите из положения, да, создавайте конечно, свои, да. особенно в помощь учебному процессу. Там ведь не хватает текста, это Минобраз сейчас вышел к нам с инициативой, мы поддержали, чтобы составлять сводные списки, что не хватает учебному процессу в количестве дубляжей. А вы знаете, в школьных библиотеках у них вообще очень мало текста. И в муниципальных библиотеках мы же не обеспечиваем им комплектность, да, текста. Поэтому вот как бы работать с авторами, чтобы наполнять контент. А вы же можете локальные свои базы делать. Чтобы оно было... Нет, это, конечно, просто чтобы не простаивали ваши-то. Хочется, чтобы использовать. Они же вам тоже преференции делают. Ну и что? Писать на сайте хотелось бы тоже что-то. Конечно, конечно. Так, извините, год целый не одна, а у нас уже... Там проблемы. Я спрошу и подпишусь вам. Не знаю, когда Ну тогда делали по 2-3, а сейчас сразу десятками делают. И надо... Коллеги, сейчас в завершении нашего сегодняшнего собрания я представляю слово Чуяшковой Мире Валерьяновне. Она призовет вас участвовать в новом проекте и расскажет об этом. Идеолог, здравствуйте. Я сегодня пришла познакомить вас с новым проектом. С инициативы этого проекта на нас вышла Людмила Валерьевна Прошак. Имя, наверное, вам знакомое. Она автор книги о Спиридонове «Северный волк». Она редактировала новое издание Юрия Алексеевича Спиридонове «Работайте в работе счастье». Я думаю, что по этим изданиям она человек вам известный. Наверное, по крайней мере, в книговыдаче вашей она зафиксирована как автор. Ее новый проект касается, он образовательный. И мы сначала, как министерство, как орган власти,
ну, мы люди забюрократизированные, мы сразу нарисовали себе схему взаимодействия, значит, Министерства образования, раз это образовательный проект, на что Людмила Валерьевна сразу же нас попросила посмотреть на этот проект с другой стороны, сказав, что Министерство образования это тоже достаточно бюрократическая структура, и она процесс через управление образования на местах и так далее тоже забюрократизирует. Плюс школа это объекты повышенной антитеррористической защищенности, это все в школах достаточно сложно реализовать. С учетом того, что учителя, они зачастую все-таки, не все, конечно, но шаблонно где-то мыслят, поэтому трудно их вот так выдергивать на какое-то творчество. Поэтому тут же при разговоре с ней у нас возникла идея, я смотрю вот на Галину Егоровну, почему-то я сразу вспомнила ее и подумала, что да, действительно, самое лучшее реализация этого. 200% не успела вообще. Зря ушла ваша Ольга Андреевна. Она бы так прямо... понимаете? В следующий раз прикуем ее сюда. Я прошу прощения. Что самый лучший путь в реализации проекта – это, конечно, ресурсы библиотек. И то, как, спасибо Ольге Рудольфовне, спасибо Ольге Валерьевне, как они быстро откликнулись на наше письмо, позвав меня сюда, это вот уже о многом говорит, о том, что мы все-таки подумали в правильном направлении. В чем суть проекта? В принципе, проект уже реализован в первом этапе. На выходе проекта стала книга «Предпутья». В чем он заключается? Он заключается в том, что история Республики Коми или определенная страница истории республики предлагаются детям для того, чтобы они прожили. Включается детская фантазия, то есть детям нужно почувствовать себя героем той исторической эпохи или того исторического события. При этом дети сначала работают индивидуально, потом в группах для того, чтобы между историями возникли соответствующие связи, взаимопроникновения и так далее, чтобы на выходе в результате творчества детей была цельная книга, и которая была бы интересна для читателей. При этом приветствуется во всех смыслах использование в творчестве детей обоих государственных языков. То есть те дети, которые прежде всего мыслят на русском языке, они свои изначальные тексты готовят на русском. Те дети, которым свойственно мыслить и фантазировать на родном коми-языке, они готовят свои тексты на коми-языке. При этом оба текста переводятся затем на другой язык. То есть это книжка билингва на выходе. Сударским районом этот проект был реализован, называется книга «Предпутье Удара», и прожили дети там историю времен Стефана Пермского. Возрастные ограничения, или возраст преимуществ, с точки зрения прошаг Людмилы Валерьевны, она потому что с детьми проработала, у нее определенный опыт есть, это 3-6 классы, при этом на сельские районы может быть некоторая корректировка, потому что сельские дети дольше сохраняют некую наивность и некую открытость, поэтому там может быть возраст немножко выше, чем 6 класс. Потому что именно этот возраст детей, они еще не забиты так стереотипами, как старшеклассники. То есть они не так стереотипно мыслят, и поэтому для творчества более открытые. Что вот Людмила Валерьевна видит в развитии этого проекта, продолжение этого проекта, в развитии этого проекта? Она определила для себя, по крайней мере, следующие исторические события. Она хочет попробовать время Стефана Пермского прожить через Удара, через Усть-Лым,
связке с Ульяновским, с Ульяновым. Затем экспедиции на Цильме и Печоре. Это событие добыча руды Старообрядческий раскол Усть-Ильма, Ижма, Ульянова. Нефтяной промысел на Ухтинских ключах, Ухта, Ульянова. Печорская экспедиция, судоходная компания на Печоре и Вычегде, лесозаготовки. Печора, Ульянова, Визенка, Кослан, Йорта. Экспедиция Воронова и Русанова, детство Сорокина, экспедиция Жакова. Ижма, Печора, Усть-Илым, Турья, Гам, Ринью. 20 век Морозов и Спиридонов. Межадов, Усинск, Ярика, Сыктывка. В процессе разговора с ней мы сразу же дали как идею взять, может быть, попробовать Екатерининский канал Кандинский, проработать это с Усть-Куломом. И я так думаю, процесс уже начался в Усть-Куломском районе. Как Людмила Валерьевна собирается работать? Работать она собирается следующим образом. Ей, в принципе, в муниципалитетах нужны, как она называет, зарни морты, золотые люди. То есть люди, которые возьмут на себя координаторскую функцию и организаторскую функцию, и организуют эту работу на местах. То есть на Ударе таким зарни мортом стала Гудрина. Вот. Эти люди хорошо, ну, я уверена, вы все знаете очень хорошо читающих детей, творческих детей. Вы их можете навскидку пригласить и посмотреть, у кого будет получаться, у кого нет. Может быть, кто-то будет участвовать в проекте. Был такой на Ударе мальчик, который в результате никакую работу не выдал, но он тусил, условно говоря, постоянно с этими ребятами. Он организационно помогал, там, вода, еще какие-то принадлежности, которые нужны, скажем, для занятий. Вот он таким образом участвовал в проекте. Это тоже приветствуется. Ну, Людмила Валерьевна сказала, что количественно это не может быть много детей. То есть, ну, по муниципалитету, скажем, до 18 человек. Когда их слишком много, потом тяжело работать. Она с этим координатором, организатором на месте будет контактировать и коммуницировать посредством социальной сети ВКонтакте. Она ее возьмет в свою закрытую группу и будет с этим человеком последовательно, шаг за шагом на месте проект реализовывать. Я думаю, что после Нового года, уже поскольку финансово это будет возможно только после Нового года, это уже, скажем, забота Миннатса. Изыскать средства на то, чтобы она смогла приехать в эти районы, города с экспедицией. И уже в живом общении оттачивать, дорабатывать и так далее работы ребят и вообще сам проект. Доводить до, скажем, совершенствовать и доводить его до какого-то логического завершения. Поскольку муниципалитетов много, понятно, что работа будет строиться не один год. В принципе, сам проект хронологически будет завязан со 100-летием Республики Коми. То есть получается 100 авторов, то есть, условно говоря, 100 ребят-авторов к 100-летию Республики Коми. Ну вот примерно пока условно вот так. Это будет потом будет книга? Это или будет что? книга, да, это будет книга. 100 авторов из числа детей. Да. Да, это Кем книга, которую, озвучили? это книга об истории Республики Коми, написанная детьми. То, как эту историю увидят нынешние дети. А темы определены у вас? Вот, именно, вот, да, я, да. Сколько вы Исторические события По- определены. Пока вот Людмила Валерьевна, это ее видение. Это ее Можно видение, вопрос? да. Вот у нас Уктинские нефтяные ключи, все понятно, краеведы у нас работают, есть молодежные краеведы, и участвуют школьники. Но вот то, что написано об уктинских нефтяных ключах, ребенок же больше ничего не придумает. Что надо тогда? Нет, это уже будет с вами Людмила Валерьевна работать. Она будет, ее задача побудить детей, школьников к творчеству. То есть Есть исторический факт. дети же, вот условно говоря, она взяла вот с ударскими детьми время, скажем, Стефана Пермского. Кто-то представил себя охотником того времени.
Ее задача... Ролевая историческая игра, да? Да, они вот вживаются в образ, и Людмила Валерьевна, она, естественно, под ее этим неусыпным взором, она кандидат исторических наук, для того, чтобы случайно туда, пошел копать картошку. Картошка появилась позже времен Стефана Пермского, то есть, чтобы вот этого не было, и она сама была удивлена результатом, но на самом деле детям-то удалось вжиться в то время. Они как бы пропустили историю того времени через себя. Назад по времени, машина времени вы туда, да? Да. И вот именно вот с точки зрения тех героев, в образы которых как бы воплотились дети, история того времени не показана. С какого по какой Почему вы раньше это слово не сказали? Нет, она не к годам конкретно привязывается, а к историческим событиям. То есть у нее идет вот линейка таких событий. Да. Вера Валерьевна, вот почему название книги «Предпутье»? Вы знаете, вот очень много объяснений по одному поводу. Вот в книге достаточно сигнальной информации, чтобы было понятно, потому что стереотип все равно работает, или какая-то память. Вот предпутье, вот я сижу и думаю, каким образом туда этот философский какой-то взгляд такой привязать к этому проекту? Почему это предпутье? Предпутье чего? Кого? Детей включаем. И тоже название проекта 100 книг просто. Мне кажется, что это не отражает название, как раз вот его надо название детским сделать. Все равно это история глазами детей. Это машина время детей во времени. Понимаете? Сразу совсем. Вы понимаете, вот как плывет корабль, так как плывет. Вот этот корабль у меня не плывет в сознании, вообще никак. Он стоит на якоре. Конечно. Понимаете, это авторский. Ну и что? А мы вам говорим о востребованности, понимаете? Ведь все сидели и не понимали, о чем говорить. Вообще. А мы с тобой говорили, сидели, понимали. Сидели и разбирались. Я не въезжала тоже никак. Понимаете, что я зашла на сайт Хронотоп, да, пока не посмотрела, что сделала. А я предлагаю тоже строительство. Понимаете, он очень сложный для понимания. Нужно ввести понятийное название какое-то по-другому. Или продолжить название какое-то. Потому что 100 это не детский проект. 100 автор на 100. Да нет, это название не детское совершенно. Ну что там такое, да и шаблонное. Сейчас все 100 на 100 делается. Все проекты так называются. У него должна быть оригинальность такая. Понимаете, это вообще класс. Это классный проект. Я даже не понимаю, откуда у него вообще возникла эта идея. Зачем она его делает? Мне интересно. Это человек, который тоже, как Загни Морт, золотой человек, он совершенно бескорыстно, он настолько вжился в историю республики. У нее же есть даже отдельная книга, не исторический роман, но фантазия историческая, и посетителя посетила смерть, посвященная Стефану Пермскому. То есть она как бы уже тоже попробовала прожить ту эпоху сама, да, как автор. И, видимо, вот это сподвигло на нее. Я понимаю, но посмотрите, мы сейчас все говорим об эффективности работы, эффективности. Я вам все директорам говорю, если вы сделаете хоть часть этой работы, вы вполне можете отчитаться по легиону умников за эту работу. Да. Это вам 200%, это интеллектуальная деятельность. Но у нас, мне так понятно, когда мы пишем проект, эффективность это как раз составить базу умники, привлечь детей, то есть ставить свои показатели. У нее какой показатель? Число детей ограничено. Понимаете? Я, например, не уверена, что с таким названием книга заинтересует других читателей. И всегда личный опыт другого человека никогда не является интересным для другого. Понимаете? Вот я смысла не вижу. Начинать делать эту книгу и просто продемонстрировать хорошеньких людей, золотых мордов для нас, для всех. А на самом деле это эффективность такой работы, понимаете, мощный проект, там столько людей задействовано, у него должна быть выхлоп другой. А какой выхлоп? А я не знаю, вот этот проект, он понимаете, он не совсем продуман. Потому что вот там 5 детей, там 10 детей. Ну, в лучшем случае соберется 30, 40, 50 детей, которые учат в проекте. Я еще раз говорю, чужой опыт не является интересом для других. Каждый проживает свой опыт. Понимаете? Вот это вот такой момент. Просто это, конечно, проект авторский, и он завязан именно на прошаг, и завязан на ее возможностях. Правильно, но мы вам говорим, что вот если библиотеки сейчас не увидят эффективность в другом, им не интересно участвовать в этом проекте. Потому что они читателей других не привлекут. Понимаете, библиотека работает на выстрел. Он не выстреливает. Вот он единственное, что если вы сможете отчитать
отчитаться по проекту «Легион умников». Вот там эту работу, это как раз те тематические мероприятия, где вы привлекаете детей к творчеству. Это у вас показатель, это у вас еще что-то, какой-то продукт и так дальше. Детей можете заносить в базу. Какие-то дети смогут свои работы самые лучшие отправить на школьный патент. Вот это нормально. Проект. Ну, мы, конечно, думаем, как его вписать вот в нашу деятельность. Мы будем финансировать только с точки зрения того, чтобы организовать ее командировки сюда, в республику, в те муниципалитеты, которые будут завязаны на проекте. Очень ограничен, все время ограничен. Он ограничен по Нет, но он все-таки рассчитан на творческих детей. Он не на массовых. Ну, а это не задача, не совсем такая задача. Ну просто заставить, а как по-другому? То есть, ну да, понятно. Нет, мы свои выгоды услышали, мы его сразу сообразили, куда мы его можем поиспользовать. Да, но дело в том, что это образовательный процесс, если эта книга выйдет в конечном итоге, мы как библиотекари хотим этот материал давать другому человеку. Как я могу быть уверена, что Вася Иванов вжился в исследователя нефтяного ключа, и вот он это все переживает? Я не могу это как исторический факт уже отдавать, понимаете? Тогда это получится научно-популярный или фантастика. Это еще фантастика, понимаете? А он мне скажет, мне не надо фантастический рассказ. Вы понимаете, в этом случае надо заинтересовать другими факторами. Например, назвать по-другому «Машина времени» фэнтези современных детей. Погружение в историю республики. Назовите по-другому. Не называйте это вот предпутье и 100 на 100. Да, конечно, я ваше мнение обязательно Людмиле Валерьевне передам. То есть, потому что всегда это... И оно будет и она сразу, она выстрелит сразу. Почему? Нет. Фэнтези, жанр, это то же самое, как этот, господи, кто у нас там сейчас? Тренды. И название, да, конечно, в связи с современными детьми, наверное, я согласна с вами. Оно слишком стереотипное, что Ой, конечно, это шаблон такой вообще. Да ни о чем еще и не говорит причем. За какой-то сделать самостоятельный проект. Понимаете, книги сами не разговаривают, это не люди. Они должны выстреливать другими способами, которые в них заложены. Возможности книги, это удар по самому. Понимаете, это вот сигнальная должна быть информация, самая интересная. Она должна быть заложена сразу. Но идея шикарная. Ну, никто не спорит. Никто не спорит. В общем, для того, чтобы посмотреть поподробнее, поглубже сам проект, запишите себе chronotop.com, набираете и выходите на сайт Людмилы Валерьевны, где она эти вещи все описывает достаточно хорошо и очень таким хорошим языком. Вы представляете, написано фэнтези, комик, Гарри Поттер. Они все сразу начнут, вы понимаете, детей, у них другое, это не наше представление. Они сразу хотят там участвовать. А может говорить ничего не надо. Эту книгу могут потом издать как социально значимая литература. Да, нет, мы к тому и идем. Нет, я к тому, чтобы, это просто для аналогии, понятно, Гарри Поттер, это здесь подумать надо. Конечно, помни, вот вы знаете, они все себя представят этим, вот это же все как раз и заработает. Конечно, надо их привлекать этим, это же возраст такой. Нет, там дети очень серьезно работают, не развлекательные, очень серьезно дети работают, потому что, во-первых, да, там исследовательская работа, и плюс еще ее сопровождение, она очень с каждым ребенком работает. Вы понимаете, вот столько детей, они получают не совсем, для республики она не будет маленькая. Ну вот сколько по муниципалитету по 20 творческих детей в каждом районе. 12, 10-12, не больше будет. Хорошо. Что просто на один год примерно 3 муниципалитета. Это давайте. Где-то вот так. То есть не все 20 муниципалитетов сразу, да? А когда не 100 лет республики, тогда 200 лет республики. Нет, это мы с Людмилой Валерьевной просто уже после того, как будет, скажем, отклик от вас, от муниципалитетов, тогда уже... Вы его уже услышали, считайте, что вы зарядили народ. Просто нужно пофантазировать побольше и дать ей немножко, мы же понимаем, что мотивация должна быть. Еще вот, вы назвали фамилию Зударского, я, к сожалению, не могу сказать, кто это, библиотекарь. Будрина
Лена забыла отчество. Она да. в профессии библиотекарь или учитель или Она кто? сейчас работает в библиотеке, она была учитель. А, была. значит, библиотекарь это по силу получается, да? Конечно. Да, все, это я то, что хотела вам Так сказать. в том-то и дело, что у Людмилы Валерьевны нет требования, что это должен быть обязательно учитель. Нет, просто первый опыт с кем состоялся. С Для нас это важно. библиотекой. Но у нее опыт Вот преподавательский. Тоже как бы все, что говорится, сейчас просто учитывайте, да? Это должна быть методика Да, работы с детьми. Все равно. Конечно. С образованцы должны быть. Библиотекари образованцы. Потому что библиотекари это поисковики, это просто да, это айтишники, еще что-то кто-то другой. Там с смыслами надо работать. Но я думаю, что если у человека внутри этот стержень есть, наставничество и так далее, то даже библиотекарь с чисто библиотекарским образованием, он, конечно, сможет повести проект, мне так кажется. Ну, с детьми надо еще быть всем Ну, будет сухой текст, или будут иллюстрации, или будут Я, какие-то карты. честно вам скажу, я не знаю, поэтому вот мы как А мы как орган власти, представляем мы как орган власти, вот, поэтому и обратились к Ольге Рудольфовне с тем, чтобы она под свое крыло взяла проект, потому что вот это с содержательной точки зрения, такая прокладка, как министерство, она совершенно лишняя. Дети Марчака, наверное. Задача министерства найти деньги и организовать, то есть ее, да. А содержательная сторона творческая, это уже... Нет, это да, мы с вами да. тут, в Легионе умников. Да. Давайте работаем. Вера Ильяна, так, вы нам можете сбросить, а потом мы переадресуем всем муниципалитетным библиотекам центральным какую-то максимальную информацию, что у вас есть. Это какие, например, намерения хотят по годам, по районам, по темам, в электронном виде, чтобы мы могли Оно, в распространить. принципе, уже в И СЭДе, контактеров всех. в СЭДе размещено. Вот. Ольга Может, Валерьевна, да. Значит, рассылку делайте тогда муниципальную, ладно? А от национальной библиотеки-то мне, конечно, нужен координатор, лицо, с которым я уже буду... Хорошо, мы подумаем. Да, чтобы уже и вас лишний раз не дергать, конкретно уже с конкретным человеком работать. А этот конкретный человек уже будет работать с вами. А наша задача, как говорится, найти деньги и помочь реализации проекта. Я думаю, что еще от вас, конечно, предложение, я думаю, опыт у вас большой. Есть информационно, как это все суметь подать, чтобы информационный проект тоже выстрелил. Подумайте. Чтобы информационно, чтобы выстрелил. То есть как нам это через СМИ? Еще как? Что? Да, надо вначале, понимаете, надо раскрутить готовое, чтобы готовое было, надо вначале поработать. Вы на каком этапе информационную поддержку видите? На конце, когда мы раскручиваем саму идею уже на... Я думаю, что здесь или надо подумать. начало, чтобы приступить к работе? Я думаю, что здесь надо подумать, может быть, какие-то и этапы, сам процесс, может быть, где-то тоже можно показать. То есть одно дело пресс-релиз, да, другое дело пост уже, а как еще, может быть, информационно сам процесс показать, то есть чтобы он не ушел. Вот как-то последовательно, чтобы проект не терялся информационно, то есть раз, определенно, скажем, раз в 2 месяца и у нас что-то выходило.